Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, у микрофона Любовь Петрова. 2022 год был годом культурного наследия народов России. И сегодня у нас в студии руководитель Департамента по охране памятников культурного наследия Республики Саха-Якутия Николай Афанасьевич Макаров. Здравствуйте, Николай Афанасьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, во время прямого эфира вы можете присоединиться к нашему разговору и задать интересующие вас вопросы. Николай Александрович, сколько вот всего памятников культурного наследия находится вот в вашем видении? На сегодня их количество составляет 1864. Но нужно учитывать, что количество памятников на небольшое количество каждый год меняется. Что-то мы объявляем выявленным объектом культурного наследия и включаем, что-то исключаем. И вообще мы в этом прошлом году провели довольно большую работу по выявлению исчезнувших памятников и их исключению. То есть мы выявили то, что огромное количество, больше 20 памятников были утеряны давным-давно, и нам пришлось их исключить. Поэтому на сегодня составляет 1864, но это количество может поменяться в следующем месяце. Допустим, мы сейчас проводим экспертизы, и будут включены следующие памятники. А как вот они вот попадают к вам, как памятники? Механизм довольно-таки с одной стороны простой и с другой стороны сложный. Простой в том смысле, что памятник считается объектом культурного наследия посредством приказа руководителя департамента. В данном случае моим приказом, но для этого нужно провести целый ряд работ. Это проведение, самое главное, это проведение государственной историко-культурной экспертизы. То есть человек, который желает взять под охрану, или человек, или муниципалитет, или учреждение, должен доказать перед департаментом, что то, что он желает взять под охрану, имеет историческую и культурную ценность. Это называется историко-культурная экспертиза. И когда проводится эта экспертиза, и все это подается в пакете Департамент культурного наследия, с этого времени и начинается работа по его защите и оформлению. Но тут бывают моменты, когда вот классический пример, это, примеров, пожалуй, много, но классический пример – это дом Алексея Алексеевича Кулаковского и Семена Петровича Барашкова в городе Покровске, микрорайоне Селекционном. И считается, что в этом доме в свое время жил Алексей Алексеевич Кулаковский, когда он учительствовал в селе Качкас Хангаласского улуса, восточно-Хангаласского улуса. И в этом доме были созданы бесценные произведения Алексея Алексеевича Кулаковского, как якутской интеллигенции, как Баянай Баляхтара, Барухот, Ал и так далее. То есть это классика якутской литературы, но до настоящего времени мы этот дом не можем признать памятником истории и культуры, потому что пока не доказали, что именно в этом доме жил Алексей Елисеевич Кулаковский. Ни воспоминаний, ни фотографий, ни статей никаких, ничего нету, что указывало бы, что в этом доме жил Кулаковский. Что именно в этом доме? Да. И вот это правило работает для всех. Допустим, мы с позапрошлого года начали изучать и до настоящего времени не нашли документов о прекрасном объекте архитектуры в селе Танда у Салданского улуса. Там есть прекрасный, один из самых таких сохранившихся якутских классических балаганов, немец Тимон Нуктахтенце, классическое хорошее здание. И считается, что в этом доме в свое время жила возлюбленная Василия Манчара, национального нашего героя Кёр-Катерина. Но опять же мы не нашли документов, подтверждающих, что в этом доме жила Кёр-Катерина. И пока этот вопрос встал. Мы ожидаем, что когда-нибудь что-нибудь появится, и мы, наконец, будем охранять эти прекрасные памятники архитектуры. Ой, вообще странно, да, какое-то вот обязательно документальное подтверждение. А вот на основании каких-то воспоминаний или рассказов? Вот воспоминания тоже действуют, но они должны быть где-то записаны. Просто зафиксированы, записаны или в газетных статьях, или архивных каких-то документах, справках, книгах должны быть зафиксированы. И таких примеров масса. Допустим, я еще не назвал дом
Исидора Никифоровича Барахова в селе Харбалах Верхонебелюйского улуса. Там есть дом и амбар, принадлежащий, где он жил, усадьба, где он жил. И опять же та же самая ситуация. То есть документов пока мы не нашли. Есть статья учащихся Карбалахской школы, если не ошибаюсь, девочки, но это тоже она не опиралась на документы какие-либо, она просто по мифам писала. Вот единственный документ, может быть, вот эта статья этой девочки станет документов лет через определенный промежуток времени. Обычно это примерно 40 лет после документа. Считается документом. Ну, 22-й год был годом культурного наследия. Что вам удалось сделать за этот год? Удалось сделать многое. Ну, я скажу о наших достижениях и как честный человек скажу о тех моментах, которые нам не удалось достичь. Мы запланировали отреставрировать 10 памятников, и 10 отреставрировали. Это очень большое достижение для нас. Из них 6 памятников по проекту «Сохраним памятники». Это посредством средств, собранных энтузиастами и патриотами, и 4 за счет бюджетных средств. Деньги были выделены Министерством культуры и духовного развития республики, и 4 объекта восстановлены. Это такие хорошие объекты, как изба Анны Егоровой и церковно-приходская школа в селе Татинского улуса, и дома... Анна Егорова — это певица известная. Да, заслуженная артистка Якутской ССР. Мы его отремонтировали, и 2 дома, дом Емельяна Ярославского и Максима Кировича Амосова в городе Якутске, они тоже отремонтированы. Вот 4 дома. И 6 домов. Прекрасная работа была проведена нашими спонсорами-патриотами. Это трибуна, от которого выступал Платон Алексеевич Аюнский в 1937 году в селе Намсы Намского улуса. Его восстановили выпускники 90-го года. Руководитель Алексей Дмитриевич Петров, это генеральный директор дирекции 2000 добрых дел. Это общественная организация восстановили за счет своих средств. Это изба юрта Ионова, шестигранная юрта поварня в селе Черкёх и так далее. То есть 6 объектов. В том числе школа, где обучался Платон Алексеевич Аюнский, в селе Черкёх, он был восстановлен за счет спонсорских средств депутата Ильтумен Виктора Николаевича Лебедева, например. Вот такие у нас достижения. Еще очень лично я удовлетворен то, что нам удалось решить те вопросы, которые нам не удавалось решить за последние десятилетия. Это межевание участков, кадастровый учет памятников. Это такие вопросы. Нам удалось провести экспертизу 14 выявленных объектов культурного наследия, которые были признаны выявленными, но еще не признаны объектами культурного наследия. Удалось исключить из реестра 27 исчезнувших памятников. Это очень горько. Нам пришлось их исключить из реестра, потому что никак невозможно охранять памятники, которых уже нет. Вот эти работы мы провели в прошлом году. Ну и самое такое хорошее достижение, которое в этом году завершим, это строительство этнокомплекса Сагалсы. А что не удалось? Не удалось продвинуться по проектированию объекта культурного наследия регионального значения Битайдакская церковь. Трехэтажная, на сегодня самый крупный деревянный объект, памятник нашей республики, и мы не смогли подготовить проектно-сметную документацию. Это хотели этого, что были вопросы решены по источникам финансирования, планы были сделаны, но в определенный момент мы не смогли убедить ряд ответственных лиц. Не эту церковь расписывал якутский художник? Да. Он этот объект. И еще один вопрос, который мы не смогли решить в прошлом году, но обязательно решим в текущем году, уже начали, это издание книги «Памятники Якутии». Мы планировали, но финансы были, как часто бывает, были урезаны.
секвестированы, и нам не удалось найти финансирование на издание книги «Памятники Якутии». И в этом году этот вопрос по финансированию решается, и я надеюсь, что в текущем году мы издадим книгу. Такой книги не было. «Памятник Якутии». Точнее, было, но издание 1986 года, как справочник. А мы энциклопедию издадим в текущем году. Очень хорошо. Ну, у нас до рекламы всего 2 минуты. Может, успеете ответить на вопрос. Вот разница памятника культурного наследия, да, а еще бывают памятники исторического. Объекты культурного наследия бывают... Есть памятники объекта культурного наследия, есть памятники не объекта культурного наследия. Памятников огромное количество, их тысячи и тысячи. А объекта культурного наследия, как я уже сказал, 1864. И объекты культурного наследия памятник различается по категориям. Это памятники археологии, архитектуры, ансамбли, достопримечательные места. Вот эти категории. А есть просто памятники. Например, я уже говорил в прошлом интервью, что памятник Уюнскому, площадь Орджоникидзе, это не объект культурного наследия. А, допустим, памятник Тяжневу – это объект культурного наследия. А в чем разница? Потому что по памятнику Тяжнева была проведена экспертиза в свое время, по Уюнскому пока нет. Может, в будущем, если проведем, и он станет охраняемым законом объектом культурного наследия. Ну вот как раз о Дежневе-то и хотелось задать вопрос, но этот вопрос мы поднимем после рекламы. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу и через 2 минуты вернемся в студию и продолжим наш разговор. Еще целая минута у нас есть. Ну вот тогда про Дежнева расскажите. Вот это вандализм, да, то, что Дежневу отпилили нос? Тут прослеживаются 2 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Пока уголовное дело возбуждено по статье «Вандализм», 214 статья, если не ошибаюсь. Это наиболее легкая статья такого рода нарушения, когда памятники портятся. Ответственность туда, там, по этой статье, это 40 тысяч рублей штрафа и до 3 месяцев заключения под стражу. А есть тяжелая статья 243, это разрушение именно объекта культурного наследия. Если повреждается, то уже 3 года заключения и 3 миллиона штрафа. То есть правоохранительные органы мы будем решать, по какой статье это будет. Ну и, конечно, надо построже. Да, я согласен. Потому что это... Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу, и после рекламы вернемся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня». У нас в студии руководитель Департамента по охране памятников культурного наследия Республики Саха-Якутия Николай Афанасьевич Макаров. Телефоны прямого эфира 320066, 321166. Вы можете позвонить и задать интересующие вас вопросы Николаю Афанасьевичу. Ну вот по Дежневу. Мы сейчас вот этот вопрос по уголовной статье, по статье, соответствующей статье Уголовного кодекса и так далее, это будут работать уже и прокуратура, и полиция. Мы тут выступаем как свидетели, и как консультанты. И уже материалы направлены в соответствующие органы. Но сейчас главная задача поймать нарушителя. Из этого и будем исходить. Я добавлю, что периодически но да, уголовное дело возбуждается. Да, вот в прошлом году, по-моему, да, памятник Бекетову был облит краской. Позапрошлом году, но это тут дало нарушение к нарушению рознь. Там же речь шла о краской покрасили части памятника, и это считается, сам памятник не был поврежден. Соответственно, статья легкая. Тогда нарушитель был оштрафован на 10 тысяч, и он исправил все. Ну, его поймали сразу. Да, его поймали, и я надеюсь, что и сейчас, тогда быстро его поймали. И сейчас тоже полиция наша отработает на славу, думаю, что и их поймают, и тогда уже А тут статья тяжелее будет, потому что нарушение налицо.
поврежден предмет охраны объекта. Если бы это не был объектом культурного наследия, то, соответственно, ее нарушение было бы легкое. Мы со своей стороны уже запрашиваем коммерческие предложения на восстановление части памятника. У нас как это делается? Мы всегда говорим, что любое учреждение, любой скульптор не имеет права восстанавливать, ремонтировать объекты культурного наследия. Для этого для учреждения нужна лицензия, соответствующая от Минкультуры Российской Федерации, а для скульптора аттестат. У нас в республике 2 учреждения, которые занимаются этим. Это ООО «Дизайн-студия Уран» и ООО «Вертекс». И они будут... будет объявлен, соответственно, конкурс, кто-то выиграет, и они будут заниматься. Но факт в том, что любое учреждение строительное, скульптурное не будет этим заниматься. Это строго. Поэтому Евгений Николаевич Григорьев сегодня в своем интервью так и сказал, что этим объектом, восстановлением данного объекта будет заниматься учреждение, которое имеет соответствующую лицензию. Это правда. Но и стоимость восстановительных работ тоже будет довольно-таки недешево. Потому что это же бронза же, да? Да, это бронза. Это сам по себе материал дорогой. Сам по себе материал дорогой, и, естественно, там будут проводиться масса экспертиз, чтобы... нос рознь. Вчера меня спрашивали, допустим, а вдруг этот нос будет выглядеть не русским, а якутским носом. Вот эти вопросы и будут решаться на уровне экспертов. То есть нос в данном случае должен быть таким же, каким до этого. До этого был, да. Если просто вот так. Будем надеяться, что найдут этих вандалов. Да, вот такой вопрос поступил сразу по телефону. Можно, да, я отвечу? В прошлом году мы не смогли выделить средства на подготовку проектно-сметной документации. В этом году будем продолжать добиваться выделения средств на подготовку проекта. Нужно понимать, что без проекта мы не подвинемся. А так мы смотрим на горизонт 400-летия присоединения Якутии к России, который пройдет в 2032 году. Мы хотим к этому времени приурочить восстановление самых наших крупных объектов культурного наследия, такие как Бютайдах, Арылах и так далее. Орловскую церковь и так далее. То есть около 5-6 объектов. Троицкая церковь, Никольскую церковь, возможно, как мы решим. Почему на это мы рассчитываем? Потому что такие объекты, как Дом казначейства, такие объекты, как Качкатская Николаевская церковь, проектирование мужской прогимназии, проектирование реального училища и проектирование памятника Ленина происходили аккурат посвящая к столетию якутской автономии. То есть реальная возможность подготовки в рамках празднования определенных юбилейных мероприятий выделения федеральных средств. То есть эти объекты, Качкатская Николаевская церковь и Дом казначейства, были отреставрированы за счет федеральных средств. Мы этот опыт хотим продолжить. Но для того, чтобы нам заявиться на федеральное финансирование, нам нужны проектно-сметные документации. Вот на эти вещи я Сергею так отвечаю. Вот у нас очень много памятников культурного наследия деревянное, да? Вот это же очень плохо сохраняется. Да. Вот что, есть какие-то методики, технологии какие-то сохранения памятников? За 3 года реализации проекта «Сохраним памятники» мы достигли определенных результатов. Да, вы совершенно правы. Деревянная конструкция, вообще дерево считается таким сохраненным в течение 100 лет. После этого уже начинается движение, время берет свое. Соответственно, мы к этому моменту уделяем особое внимание. На сегодня мы эффективно их обрабатываем. То есть объект культурного наследия, деревянная конструкция реставрируется и параллельно обрабатывается. Мы так поступили с Качкатской Николаевской церковью, так поступили с домом XIX века в городе Улюкминске, так поступили почти со всеми объектами в селе Черкёх Тайтинского Луса, и башня Манчара в селе Мая. То есть обрабатывается, проводится экспертиза, обрабатывается, и это специальные вещества, которые не дают
развиться грибкам, гниению и так далее. То есть по башне Мачара, Мачара, допустим, мы ожидаем, что 100 лет должен он простоять. И есть масса веществ, которые это обеспечивают, такие как перилакс, силор и так далее. То есть мы стараемся те памятники деревянные, которые восстанавливаем, обрабатывать. Потому что мы представляем, допустим, мы их восстанавливаем за счет чуть ли не личных средств спонсоров, и вдруг они уничтожатся в один момент. Это будет непростительно для нас. И мы их обрабатываем. И технологии развиваются, восстановление деревянных конструкций, и мы будем следить и дальше, какие новые технологии будут. Допустим, мне до сих пор, как сказать, может быть обидно, что до наших дней не дошла надвратная башня Якутского острога, в народе называемой башня Тыгына. Она сгорела в 2002 году. Если бы до нашего времени эта конструкция дошла бы, мы ее бы... обработали бы и сохранили. Да, мы его восстановили бы. Возможно, даже через проект «Сохраним памятники», не выделяя бюджетные средства, обработали бы, и он, этот объект, и стоял бы еще очень-очень долго. Ну вот 20 лет, даже меньше 20 лет не продержался, и 400 лет простоял. И до нашего времени не дошел. Очень жалко. Это очень жалко. Ну, у нас вообще как бы и центр города, вот у нас там, где Кружало, это же в основном там Новодел, да? Старый город, там два объекта действительных, оригинальных. Это нынешнее здание Алмаз-Эргенбанка и дом Максима Кирилловича Амосова. Все там, памятников больше нет. Все остальное Новодел. Но не скажу, что они не имеют никакой ценности. Конечно, они были максимально приближены к оригиналам, но нужно учитывать, что никакой прекрасный новодел не заменит оригинал. Конечно. Никоим образом. Так что тут тоже определенно... Очень жалко. А ведь Кружало можно же было тогда спасти? Это было 20 лет назад. Думаю, вот с высоты своих лет мне сложно судить. Я не знаю, в каком состоянии тогда находился Кружало. И какие вещества сохранения тогда были 20 лет назад. Но я склоняюсь к тому, что все-таки мы бы его сохранили. Конечно, даже хотя бы вот эти бревна даже какие-то. Да. Сохранили бы и соляную лавку, сохранили бы, и множество других домов, которые были в то время там находились. Ну, немножко обидно, конечно. Обидно, жалко. Но это те моменты, когда были, возможно, упущены, возможно, не учтены те времена, мы стараемся учитывать при проектировании и восстановлении домов Залоги. Там «Старый город 2» проект есть, и там все эти учитываются, и мы не спешим. Отличие проекта «Старый город 1», сейчас мы называем «Старый город 1», было то, что он одномоментно все это было построено, а «Старый город 2» он будет восстанавливаться поэтапно. Сейчас, допустим, там идет восстановление 4 старинных домов. И постепенно, по мере нахождения спонсоров, все эти дома мы будем восстанавливать. Опять же, без большого использования бюджетных средств. Пока мы выходим за счет спонсоров. Вы находите спонсоров, да? Не лично я. Этим занимается очень активно Якутское республиканское отделение Общества охраны памятников, руководитель Васильев Руслан Васильевич. И он сотрудничает с мэрией, и мы тут выступаем как надзорный орган, а он как общественная организация уже эти вопросы решает. Где-то подключаются прямые спонсоры, где-то подключаются такие понятия, как концессионное соглашение. Это когда дается в аренду определенный памятник. Допустим, стоит разрушенный, сгоревший памятник. Его нужно восстановить. И этот памятник дается в аренду определенному инвестору за счет того, что он восстановит этот памятник полностью по всем технологиям и может взять в аренду для своего использования. Это как туристический объект? Это как туристический объект. В большинстве случаев это бизнес-объект или туристический объект. То есть на усмотрение частника с соблюдением всех законов соответствующих. Это мировая практика. Мы поддерживаем
такие стечения обстоятельств. Вот было отреставрировано здание галереи зарубежного искусства, да? А ведь основная причина разрушения – это как бы ненадлежащий уход. Эксплуатация. Да, в конце концов, когда... Вот здесь как? Когда проводили экспертизы, там выяснили, что некоторые технологии по вентиляции были там. Но опять же, тут постоянно способы сохранения памятника развиваются, и в то время это привело к накоплению конденсата и разрушению некоторой части, не всего здания, а некоторой части объекта. И в этом случае новые реставраторы, новое поколение постарались учесть все это, и все эти технологии, противопожарные, учет влажности и так далее, все это совершенно новое оборудование стоит. Там целый зал напичкан такими технологиями. Там такие технологии использованы. Так, дорогие друзья, мы сейчас прервемся на рекламу. Через несколько минут вернемся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Якутск сегодня». В студии руководитель Департамента по охране памятников культурного наследия Республики Саха-Якутия Николай Афанасьевич Макаров. Наши телефоны 320066, 321166. Николай Афанасьевич, вот по наследию, да, какие памятники являются наследием, а какие не являются? Как они туда попадают? По республике, как я уже сказал, 1864 объектов культурного наследия. Из них больше 1000, примерно 1100 – это памятников археологии. И все остальные памятники монументального искусства и памятники архитектуры – достопримечательные места. Среди них 54 достопримечательных мест. Ну, по закону это так и называется достопримечательное место. На самом деле, священные места. Но ни в одном законе Российской Федерации слова «священное» нет. Поэтому вместо этого используется понятие «достопримечательное место». Сакральное. Да, сакральное священное место, мы это используем, но, опять же, это в законе так не называется. Из этих 54 только 16 являются местами, связанными с историей и культурой народа Саха. А все остальное – это места боев. И так, в основном больше 40 мест, по-моему, да, если не ошибаюсь. Очень много количества мест это связано с гражданской войной. С историческими событиями. Историческими событиями, где были расстреляны ревкомовцы, красноармейцы и так далее, и так далее. То есть это влияние времени. Так было принято еще в советское время, когда вокруг угла ставились такие вопросы. И единственное место, 16 достопримечательных мест, связанных с историей и культурой народа Саха, это не сохранились на территории Тулагина-Кельдиамского наследия. И там фактически мы имеем заповедник. Там у вас целый комплекс же, да? Да, 16 мест, включая местность проведения Сеха Юсхатын. И очень интересные места. Мы пока думаем развить популяризацию туристической составляющей в этих местах. То есть очень многие, фактически, знают об этих местах очень небольшое количество якутян. Мы хотим, чтобы туда, если не паломничество, то люди знали об этих местах. Очень интересные, красивейшие места. Допустим, есть там место Устит. Это как мы проходим Тулагина-Кельдиамцев, как трассы едет Намсы, и сразу же напрямую направо, если идти, там есть место Устит. И там же место Угоркатын. Устит – это где жил Эллей, а Угоркатын – это место, где он провел первый сех. Красивейшие места. Редко, у нас телефонный звонок, мы после телефонного звонка продолжим. Хорошо. Алло? Алло. Здравствуйте. Ваш вопрос? Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. У меня такой вопрос. Вот у нас сохранился амбар в Намском Улусе деда нашего, репрессированного. Вы можете
сделать экспертизу, вот какого года постройка этот амбар. И вообще это, ну, как бы помочь в сохранении этого амбара. А это амбар старинный, да? Да. А вы знаете, какого он века хотя бы? Совершенно нет, не знаем. Тут один момент. По дороге, когда я осенью ездил в Фрунзенский наслед Намского Луса, по дороге в селе Намсы, ближе к Аппану, заметил один красивейший амбар, двухэтажный, огромный амбар, который имел явные признаки объекта культурного наследия. То есть это был старинный амбар по всем признакам, и, по всей видимости, там хранили, если не муку, то что-то такое ценное. И поэтому мы должны сначала посмотреть на данный объект. Только тогда. То есть вы можете обратиться в департамент, отправить хотя бы фотофиксацию, или обратиться в управление культуры Намского Луса, отдать им фотографию и исходить из этого. Допустим, я бы очень хотел бы, чтобы вы говорили об этом амбаре. Я тогда бы лично туда поехал, посмотрел бы и решили бы, как дальше быть. И второй момент. Без документов, вот тревожит то, что вы сказали, что не знаете, какого года постройки этот амбар. Это очень тревожно. Значит, документов, возможно, нет. То есть не сможем доказать, что это старый амбар. Поэтому нужны, опять же, документы. Вы сказали, что это амбар вашего дедушки, соответственно, это как минимум 30-х годов прошлого века. То есть эти моменты тоже мы должны учитывать. Но сначала мы должны смотреть данный амбар. Ну вот о священных местах. Ага. И красивые места, и мы хотим популяризировать их. Соответственно, опять же, наши коллеги-общественники написали грант, предварительное одобрение шло, ну, там довольно-таки значимые суммы идут, где будут использованы моменты, указатели и так далее, чтобы поток туристов в эти места шел. Притом мы это делаем не с целью заработать над этим. Совершенно не так. Мы делаем с целью, чтобы люди научились сохранять священные места. Например, случай был у нас, ну, совсем известное, любимое место — это местность Куллаты. Местность Куллаты сейчас пользуется огромной популярностью. И видя, насколько там растет паломничество, там я лично видел, что не только якутские ритуальные действия там проходят, но и других религий. Там тоже делается, прямо следы были, но следы не в том смысле разрушительно, а было видно то, что другие религии тоже начинают признавать это место, и это на самом деле хорошо. Но плохо то, что когда поток туристов идет, они начинают зачастую нарушать сохранность. Вытаптывать там. Вытаптывать, машинами ходить, мусорить. И самое обидное — копать, разводить костры. Это очень-очень пагубно влияет на священные наши места. Поэтому по согласованию с администрацией Хангаласского Луса мы их изгородили и следим, чтобы эти изгородь не ломали. Ну, приходится так поступать, потому что когда поток туристов идет, и по Тулагина Кельдянца мы тоже постараемся это сделать, чтобы наши сограждане знали эти места, ходили, любовались, ну и поклонялись нашим предкам. В основном из этих 16 это какие? Вот два я уже назвал. Допустим, интереснейшее место, там Урак Гыхсеря. Это аккурат, когда вы заезжаете в Юсхатын, идете чуть дальше, и там камень стоит, Урак Гыхсеря. Это место, где в свое время проводилось их тоже Эллей, да? Есть там озеро Итыккёль, священное озеро. Это сразу, как вы проходите Тулагина Кельдянцев, вы видите куполообразное здание знаменитое, и сразу за дорогой там круглое озеро, называется Итыккёль. Это место, где, если кто прочитал Эллияду, там заметили, что там во всех мифах, связанных с Исехом, первым Исехом Элляя, фигурируют 3 лебедя, которые спустились с высоты, благословили Алляя
и спустились на озеро, летели вокруг озера. Вот это самое озеро. То самое озеро. То самое озеро. И там еще добавление, как только эти три лебедя спустились на озеро, Омугой со своей супругой, то ли там противоречия, то ли упали в обморок, или там застолбенели, тогда такие моменты. Этих мифов очень много. Вот это самое озеро. Это Кёльн называется. Это тоже священное место. Есть место Маджай Аллаха. Это великий шаман в свое время, предок таких улусов, как Усалданский, Намский, Чарапчинский и Мединский, по-моему, был. Внук Элле, где он там жил, и в этом месте он победил демона Осп. И вот это место тоже является священным. Мы хотим, чтобы об этих местах знали. Но мы подходим с осторожностью, потому что если очень большой поток туристов будет, мы в следующем же году поставим вопрос сохранности этих. Опять же, ставить охрану, изгородь строить, тогда не хотелось бы этим заниматься, потому что это очень большие расходы и очень большие проблемы возникают. Надо воспитывать культуру, да, у наших горожан, чтобы они относились к этому. Совершенно правильно, но воспитывать культуру, например, я склоняюсь к тому, чтобы не запретами. Манна барабан девять. Не запретами, а, допустим, можно ходить, не разрушая. Можно ставить машину не прямо наверху могил, да, священных, священных мест, а 50 метрах в сторону и пройтись вот эти 50-70 метров пешком. Вот. Ну, это значит, это место должно быть культурно оборудовано, да, чтобы были туалеты, чтобы были куда сбросить мусор, были стоянки для автомобилей, были дорожки, были. Да. В этих местностях скоро будет располагаться торг Ангаласы, и мы сейчас ведем работу с администрацией города Якутска, чтобы, когда торг Ангаласы туда войдет, эти места были оборудованы, облагорожены, ни в коем образом там не строились ничего, там запрещают строить что-либо. И будем стараться. Но, опять же, это будет не одномоментный процесс. Когда мы говорим об охране культурного наследия, мы говорим о постоянной работе. Постоянно мы должны этим заниматься. Мы занимаемся сегодня, и должны заниматься многие поколения вперед. У нас всего 1 минута осталась. Вот ваши пожелания и, может, о планах скажете немножко. Немножко о планах, но в этом году самое главное достижение должно быть издание книги «Памятники Якутии», энциклопедии. Мы планируем в сентябре издать. В сентябре в республику хотим пригласить всех общественников, хранителей наследия Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа, чтобы поделиться моментами этими. Мы хотим в этом году ввести в строй этнокомплекс Салсы. То есть планов очень много. Планов громадье. Да. Спасибо. Я благодарю вас за участие в нашем эфире и желаю вам успехов. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого доброго.